На территории Якутии проживает большая часть эвенков всей страны. Люди здесь не только смогли сохранить самобытность культуры, но и продолжают делиться ее особенностями со своими гостями. На этот раз к эвенкам приехали дети оленеводов Сахалинской области. Подробнее о поездке в сюжете наших коллег. Село Иенгр вновь принимает гостей. Дети сахалинских оленеводов приехали сюда, чтобы увидеть красоту Якутского края и узнать о быте и традициях эвенкийского народа. В местной школе-интернате им рассказали об особенностях изучения культуры и современных проблемах якутских оленеводов. Демонстрируем культуру эвенков, так как они жили раньше, чем занимались. Здесь сохранилась первозданная природа. Здесь живут коренные жители эвенки, которые сохранили свой традиционный уклад жизни, то есть ведут кочевой образ жизни. Главной целью поездки стала долгожданная экспедиция в Якутскую тайгу, где дети провели 2 дня. Установить палатки, разжечь костер, отведать блюда эвенкийской кухни под открытым небом. То, о чем мечтали сахалинские дети, исполнилось. Ребята посетили несколько городов, но большую часть времени потратили на подготовку к походу. Закупались продуктами и вещами. Также мы были в городе Нерюнгри. Это тоже находится в республике Саха-Якутия. Мне очень нравится. Если была бы возможность продлить поездку, я бы ее продлила хотя бы до месяцев 2-3. Во время экскурсии по местному музею гости республики не только слушали, но и сами рассказывали об особенностях орнаментов сахалинских эвенков. У вас идет здесь отдельные рисунки, а у нас все идет одной линией. Но она где-то извивается и тому подобное. Дети тепло отзывались о поездке, говорили о красоте якутской природы и приветливости местных жителей. Они, как и организаторы поездки, надеются на скорое возвращение в Якутию, чтобы еще больше узнать о культуре уникального эвенкийского народа, бережно хранящих свою историю и традиции. Анастасия Литвиненко, Захар Головин, Нерюнгри.